Здравствуйте, дорогие друзья! С Днем защиты детей всех, с праздником Вознесения Господня. Ванна Цветановна, вы с нами? Ванна Цветановна, ждем вашего ответа. Не слышно. Может, тогда позвоните? Ну да, наверное. Сейчас выключу. Звук? Слышно меня? Угу. То есть можно начинать? Сам можете начинать, и когда вы нас позовете, мы тоже подключимся. Сам будем начинать. Хорошо, я готова. Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги, родители, будущие родители. У нас с вами проходит серия вебинаров по общим названиям «Как любить ребенка». Сегодня мы с вами коснемся духовно-нравственного аспекта. И я хочу сказать о том, что наш сегодняшний вебинар посвящен еще и Международному дню защиты детей. То есть такое у нас сегодня событие праздничное. И, конечно же, любовь к детям – это одно из, наверное, главных приоритетов современных родителей. Я хочу представиться. Сегодня вебинар провожу с вами я, Попова Ванда Цветановна. Являюсь методистом Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Также являюсь специалистом Республиканского консультационного центра, Коми Республиканского института развития образования. И сегодня со мной вместе будет проводить вебинар священник, отец Максим Стыров. Он является кандидатом экономических наук, старшим научным сотрудником Академии Коми-Уральского центра. И, конечно же, отец Максим, он неоднократно уже участвовал в наших мероприятиях, просветительских проектах, которые посвящены были теме именно духовно-нравственное осмысление современного семейного нашего института и, в общем-то, нашего современного родительства. Поэтому отец Максим, конечно, сегодня продолжит ту беседу, которую с вами начинаю вести я. И наша задача с вами сегодня еще раз вспомнить предыдущий вебинар, на котором я уже начинала говорить о любви к ребенку, о современных приоритетах, о таких великих известных педагогах, которые оставили нам свое духовное наследие. Я говорила о любви к детям и о наследии Януша Корчика, который предпочел умереть вместе с детьми, нежели оставить их вот в такой ситуации, когда они были обречены все на гибель. Сегодня, конечно, у нас, слава Богу, мирное небо над головой. Несмотря на то, что у нас с вами сегодня режим самоизоляции, несмотря на то, что сегодня у нас дистанционное образование, вот мы завершаем наш учебный год и все наши учебные программы именно в режиме на самоизоляции, но тем не менее мы продолжаем трудиться с вами. И, конечно, мы должны иметь вот то вдохновение, которое поможет нам преодолевать наши все испытания, трудности, какие-то, может быть, неурядицы. И совместными усилиями мы все-таки должны выйти на такой вот взгляд, что самое главное, наверное, это наша жизнь. Жизнь в любви и гармонии. Конечно же, наши дети – это наша огромная радость, это огромный труд. И каждый родитель очень хорошо, наверное, осознает меру своей ответственности за будущее наших детей. Сегодня очень часто
мы говорим о лидерстве. К сожалению, даже вот бывает на республиканских каких-то мероприятиях с педагогами, когда общаемся, часто говорят, что сегодня главное воспитать лидера. А как вот воспитать все-таки духовно-нравственную личность и при этом, конечно же, и члена нашего сообщества, чтобы он был не только лидером, но и, в принципе, человеком, который умеет созидать для других. И это очень важно. То есть быть социализированным в этом обществе и понимать, что успех, он приятен и полезен, когда он общий и ради других, ради ближнего своего. Вот этот постулат, конечно, сегодня очень, может быть, трактуется по-разному в педагогической среде, но вот это моя такая принципиальная позиция. Мы должны воспитывать все-таки победителя. А победитель – это тот, который умеет преодолевать свои внутренние сложности в своем личном «я», в том, чтобы преодолеть свой эгоцентризм. И это, наверное, самая главная победа над собой. И это и есть победа того, кто достигает каких-то очень важных целей, прежде всего в победе над собственным эгоизмом, над собственным «я». И вот мы очень часто напоминаем родителям о том, что семья произошло от слова «семя». И семя, которое посажено с любовью, оно обязательно должно принести свои плоды. А если мы будем рассматривать семью с точки зрения семья, то тогда каждый будет думать о собственном эгоизме и будет думать о том, как же больше и лучше, как можно больше и лучше получить для себя. Это, конечно, совершенно неправильная трактовка термина «семья». Мы с вами будем все-таки думать о приоритетах духовно-нравственных. Ну и я хотела еще немножечко коснуться государственной политики. Я вот сегодня свою презентацию открываю. Сейчас попробую открыть тут следующий слайд, в котором говорится о законе об образовании в Российской Федерации. И вспоминаем, да, что в определении говорится о том, что воспитание – это прежде всего деятельность, направленная на развитие личности. Одними словами результата не достигнуть. И чтобы ребенок чувствовал победу над собой, ему нужно организовать такую деятельность, где бы он смог проявить себя. И главное, чтобы он умел рассказать. Мы знаем, что в детской среде, в коллективе очень ценятся те дети, которые умеют красиво, выразительно рассказывать, уметь заразить, уметь заставить раскрыться воображению, придумывать интересные истории. И вот в этом, наверное, таком вот позитивном восприятии мира ребенок учится быть интересным другим людям. И вот эта деятельность, она всегда очень важна для ребенка. Ребенок не может, даже сидя за партой, иногда погрузиться в учебный процесс, если ему не предложена деятельность для осмысления какого-то жизненного опыта. И вот это очень важно. И здесь в законе мы видим, что самое главное – это, конечно, приоритет духовно-нравственных ценностей в этой деятельности должен быть во имя семьи, общества и государства. Мы знаем о том, что готовятся поправки в закон об образовании. Владимир Владимирович Путин предлагает еще дополнительно ввести ключевые такие понятия в это определение, как формирование гражданина и патриота. И, конечно же, с поправками в законе мы, надеюсь, познакомимся с вами в дальнейшем на наших встречах. А сейчас перейдем к нашей стратегии развития воспитания до 2025 года, в котором тоже говорится о том, что, в общем-то, стратегия опирается на духовно-нравственные ценности. Что же мы подразумеваем под духовно-нравственными ценностями? Очень хорошо раскрыто это понятие в концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина, в которой говорится, что все-таки очень важны понимание безусловной ценности семьи, как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, к Отечеству. Поддержание именно таких нравственных устоев, в которых отражены такие ценности, как семья, любовь, верность, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. Но вот здесь, вот в игре, в процессе познания ребенок
конечно же, учится, не просто изучая эти понятия, не только зная терминологию этих слов, но и самое главное, на практике мы учим ребенка осмысленно относиться к этим ценностям. И на помощь приходит нам святоотеческое наше учение. Я вспоминаю царскую семью очень часто, когда задумываюсь о воспитании даже собственных детей. В царской семье было 4 дочери и сын. То есть можно сказать, что семья была многодетная. Императрица Александра Федоровна по своему духу была русской женщиной, несмотря на то, что была немкой по происхождению. Она приняла православие сердцем. И в тех записках, которые были отражены еще в 1899 году, то есть целый, можно сказать, век прошел, и мы возвращаемся снова и снова к ее высказываниям. И она нам говорит, что нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару, так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. И перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить, и это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. Я больше не центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо жить, цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Важный труд, который человек может для Христа сделать, это то, что он может и должен делать в своем собственном доме. У мужчин и женщин есть своя доля, она важная и серьезная, но истинным творцом дома является мать. То, как она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впервые приходит к детям через любовь. И, как говорят, Бог стал, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Ну, это прекрасная мысль. Конечно же, материнская любовь, она подобна, наверное, где-то вот божественной любви, потому что сердце матери, оно глубокое, огромное, и если она может вместить всю эту любовь, это говорит о том, что именно Господь ей дает этот дар. Мы понимаем, что императрица Александра Федоровна на всю душу свою вкладывала в то, чтобы действительно воспитать своих детей достойными личностями. И она всегда считала, что долгом в семье является именно бескорыстная любовь, что каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что ему мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. И более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Вот это, наверное, очень важное правило. Потому что на самом деле грубость, она является элементом многих семей, к сожалению, в современном мире. Мы видим, что как бывает резко и грубо мы разговариваем со своими собственными детьми, что является недопустимым. И вот императрица нам оставила вот именно такое духовное наследие, что мы должны в первую очередь отбросить грубость в своем собственном доме, потому что именно те, кого мы любим, кто в нас нуждается, мы должны воспитывать прежде всего собственным примером. Глядя на царскую семью, на этот портрет, понимаешь, насколько вот прекрасные, можно сказать, как благоухающие цветы, дети императора и императрицы. Вот насколько они проявляют даже в своем лике чистоту и доброту. Насколько мы видим единение вот душ и сердец даже просто по фотографии, по лицам, это можно определить. Конечно же, в семье бывают разные разногласия, наверняка недомолвки, бывает непонимание,
Но самое главное в семье для ребенка – это когда мать с отцом понимают, что брак – это ноша, которую нужно нести до конца своей жизни и нести эту ношу в одной упряжке, то есть преодолевая все трудности и забывая часто свое собственное внутреннее эго. И когда мать с отцом любят друг друга, эта любовь не может не распространяться на детей, она является естественным по природе лоном, где действительно воспитывается любовь и где черпает силы ребенок для того, чтобы в будущем передать эту любовь уже своему новому поколению. Главным центром жизни, по словам императрицы, является его дом. Это место, где растут дети, растут физически, укрепляют свое здоровье, впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что происходит, влияет на них. Даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах, где бы ни воспитывался ребенок. На его характере сказывается впечатление от места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияет, делает их утонченнее, но и сам дом чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утонченный, а грубый человек и дом сделает грубым. Сегодня, конечно, очень большое внимание уделяется обстановке в доме. Очень часто детям покупают изобилие, огромное количество игрушек. У детей много всего на самом деле для развития, но очень редко приносит, к сожалению, изобилие ребенку тот потенциал, который поможет ему в будущем стать гармоничной личностью. Потому что иногда очень часто используют в современном мире вредные игрушки. Мы очень часто покупаем литературу детям с комиксами и очень часто забываем о том, что все карикатуры, все шутки и юмор он далеко не всегда приносит пользу ребенку. И то, что ребенок изучает, и вот в начальных классах уже, что он использует в своей игре, это должно очень сильно настораживать родителей и учителей. И об этом должны обязательно проводиться эротические собрания о пользе и вреде игрушек. Потому что игрушка кажется безобидной. На самом деле в ней очень много того, что препятствует правильному развитию ребенка. И вот императрица Александра Федоровна, она нам показывала еще 100 лет назад, мы понимаем, что время, конечно, может быть уже и далекое прошлое, но тем не менее оно нам сегодня является те актуальные рецепты, без которых сегодня, в общем-то, наша жизнь, я думаю, что не является полноценной. И мы об этом должны обязательно задумываться. Мы должны всегда помнить, что ребенок – это маленькая личность с самого рождения, которую мы приглашаем в этот мир, потому что хотим стать родителями, хотим делиться любовью. Ребенок не должен быть случайным для нас, он не должен родиться от того, что мы от безысходности, то есть мы не хотим просто жить в одиночестве, или мы не хотим быть не такие, как все. А ребенок должен рождаться в мир от того, что мы хотим любви, и мы хотим полноты, и мы хотим разделить с ним именно свой путь и все свои переживания, невзгоды делить пополам, и, может быть, даже не стоит скрывать иногда от детей, когда происходит что-то, может быть, не очень приятное и, может быть, даже трагичное. Ребенок должен знать все стороны этой жизни, он должен быть готовым к тому, что в жизни бывает, к сожалению, и много испытаний. Именно часть, не весь путь, потому что ребенок – личность, путь, который может быть другим. И именно так, скорее всего, и будет. У ребенка будет своя жизнь, она будет наполнена своими испытаниями, своими радостями, своим трудом. И самое главное для нас, для родителей, это дать возможность вовремя научиться трудиться, вовремя научиться открывать все смыслы для себя,
открыть для ребенка путь к познанию Бога, и в конце он должен стать самостоятельным, он должен быть отделен от нас в полной мере, стать взрослым, укрепиться. Поэтому он гость всего лишь в нашем доме. И вот такая есть индийская мудрость: нужно накормить, научить и отпустить. Что значит отпустить? То есть это значит быть с открытым сердцем по жизни, другом, помощником, советчиком, но ни в коем случае не диктатором, ни в коем случае нельзя навязывать какие-то установки, которые, может быть, сложились в нашем понимании. Очень часто родители, когда заставляют что-то делать детей, к сожалению, жизнь детей складывается не совсем благополучно, не совсем благоприятно. То есть мы должны обязательно дать право выбора. На прошлом вебинаре я говорила как раз о праве выбора ребенка на именно свой жизненный путь. И в этом заключается огромная мудрость и сила родительская, и ответственность. Очень часто мы забываем о том, что наши дети очень нуждаются не только в добром слове, но и в моральном каком-то утверждении того, что мы всегда со своими детьми вместе. Мы никогда не бросим ни при каких обстоятельствах. Что бы ни случилось, мы будем рядом. Мы должны часто обнимать своих детей. Несмотря на то, что они взрослеют, растут, они нуждаются в нас. И вот эти прекрасные стихи, очень простые такие, я хотела бы сейчас буквально на них остановиться и прочитать. Обнимайте детей сейчас без какой-то особой причины. Просто, что они у нас есть. Обнимайте и дочку, и сына. И неважно, сколько им лет. Кризис возраста, все отговорки. Если времени вечно нет, все равно обнимайте ребенка. Не откладывайте на потом. Не берите на это отсрочку. Перед тем, как сесть за столом, обнимайте и сына, и дочку. Этой истине 1000 лет, но не можем никак научиться. Дети – наш негасимый свет, смысл жизни, души – частица. И не ждите какой-то знак, ни пятерок, ни тестов, ни баллов. Обнимайте детей просто так, ведь на это и жизни мало. Эти стихи Сергея Ефремова говорят о том, что на самом деле наша жизнь, она очень быстротечна, мы не успеваем оглянуться, мы все время ждем, когда наши дети вырастут, потом мы ждем, когда появятся внуки, и мы всегда чего-то ждем. На самом деле наша жизнь, она здесь и сейчас. Именно здесь и сейчас то, что мы можем сделать, мы должны обязательно делать для своей семьи, для своих детей, для своего общества. Ну и что значит быть с матерью? Это, конечно, иметь сердце любящее, сердце, даже как маяк посреди бушующего океана, открытое и теплое, которое распространяет в мир свет и любовь. Иногда, конечно же, оно чему-то нас и учит. Самое главное, что дети нас чему-то учат. И каждый раз мы заставляем сами над собой вновь и вновь задумываться и работать над собой. И каждый день нас учат дети, и не только хорошие уроки нам преподносят, но иногда очень больно бывает, но тем не менее это наша жизнь. И мы, конечно, должны верить в то, что очень важно в жизни находить силы, уметь преодолевать все испытания и трудности. Главное, чему нас учат дети, это держать сердце открытым, оставаться любящим, несмотря ни на что, идти вперед. Даже если в нас летят камушки, пыль, что-то похуже, даже если льет дождь и разыгрался шторм, все равно оставаться сердцем открытым. Мы сами делаем этот выбор, и он определяет, становимся ли мы мамами или просто остаемся женщиной с ребенком. Без любви невозможно быть здоровым, без любви невозможно быть счастливым, без любви вообще ничего не имеет значения и смысла. Любовь – это что-то сложное, это даже не что-то сложное. Любовь – оно простое и совершенно естественное. Именно поэтому мы так отчаянно в ней нуждаемся. Но любовь – это еще и труд, это самопреодоление. И самое большое наследство, которое родители могут дать детям – это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский кров. Пусть дом же ваш будет как сад, где радость звенит в голосах ребят, и детство наполнено счастьем. Это тоже слова императрицы Александры Федоровны.
Здесь вот, наверное, вот эта картина, она как раз показывает, каким должен быть дом. Здесь мы, наверное, видим дворянскую семью, дом наполнен детьми, играми, счастьем, радостью. Конечно же, это и крестьянские семьи, где очень много женщины трудились, но тем не менее не забывали, наверное, о большом труде, прежде всего, по воспитанию собственных детей. Это дом, в котором всегда рады, всегда пахнет хлебом, когда он открыт для людей, для гостей. Полевые цветы на столе – это простота убранства нашего жилища. Тоже обо всем этом, конечно же, очень важно помнить, что естественность, простота, чистота – это очень важные атрибуты нашего семейного воспитания. Мы вспоминаем семьи, школы, которые были для дворянских детей. Мы вспоминаем школы, которые открывались для крестьянских детей. Но во все времена именно добродетель стояла во главе угла. То есть то, что сегодня может быть где-то утраченное слово, может быть, реже стало использоваться. Посмотрите, пожалуйста, на этих детей, они босые, то есть у них, может быть, даже нет обуви, может быть, они не доедают, может быть, не всегда у них есть еда, которая вот хотелось бы в полной мере. Но, тем не менее, это такие светлые лица, которые хотят, стремятся к познанию. В общем-то, смысл познания, он всегда был очень важен для детей в любом возрасте. И мы должны очень четко понимать, что же мы хотим, в общем-то, какие приоритеты сегодня отразить в своем и семейном воспитании, и в детском саду, и в школе. И вот в XIX веке, вот здесь я использовала материал доктора богословия архимандрита Филиппа, и, в общем-то, его презентация, вот как раз этот слайд, он сделал такой вот анализ, какие же качества воспитывались в XIX веке и в XXI. Если воспитывалась раньше храбрость и выносливость, то сегодня очень часто стремление уйти от ответственности и забота о красоте тела. Очень много, к сожалению, сегодня уделяется молодежью именно этому фактору. Очень важны честь, милосердие и целомудрие в XIX веке. И сегодня очень часто вседозволенность, ранее половое воспитание, эгоизм. В XIX веке ориентация прежде всего на идеал. Сегодня у нас мы больше говорим об успехе, самореализации, о славе. Очень в XIX веке непреложный авторитет отца, сегодня, наверное, отец Максим нам еще об этом скажет, строгость в семейном воспитании, то есть никаких излишеств, сохранение семейных традиций. А сегодня очень часто искаженное восприятие семьи отражается на наших детях. Приоритет главенства матери очень часто заставляет неуважительно относиться детей к своим мамам и к своим папам. Как раз мама провоцирует неправильное отношение к родителям именно тем, что она пытается взять на себя роль главы. Очень сегодня часто мы видим ювенальные технологии, которые используются в обществе, завышенные права ребенка и отсутствие его обязанностей по отношению к семье. То есть ребенок очень часто свободен от обязанностей в своей семье. Он занимается только играми, развлечениями или учебой. Тоже то, что неправильно. Всегда в XIX веке, и, в общем-то, и не совсем и в советское время мы помним, как скромность была очень главной добродетелью, в общем-то, очень важным качеством личности. Сегодня о скромности мы забываем и больше говорим о креативности. Патриотизм, любовь к Отечеству испокон веков был главными ценностями в обществе. Сегодня мы говорим о карьере, о выгоде, о стремлении жить там, где богаче и сытнее. Духовность и религиозное воспитание, оно всегда было на первом месте. И, может быть, это как раз было то наследие, которое было передавалось из поколения в поколение нашими предками. И вот, наверное, в советское время, после того, как произошел вот такой вот смена идеологии, именно смена формации, когда на смену религиозной идеи пришла идея коммунизма, атеизма, то стали отрицать все духовные традиции и стали поклоняться кумирам. К сожалению, сегодня очень распространенная среди подростков
поклонение кумирам приводит к бездуховности, к безысходности и к отсутствию вообще жизненных каких-то правильных, четких ориентиров. Склонность отсюда идет и к суициду, и к каким-то противоправным действиям. Все это очень негативно отражается на личности современной молодежи. Не будем забывать все-таки, что наши духовные традиции, они являются и нашими сегодня государственными праздниками. Мы вспомним сегодня День Дмитрия Донского, День защиты детей и День Дмитрия Донского и княгини Ефросиньи, которые вырастили 12 детей, воспитали. То есть такая многодетная семья, при этом Дмитрием Донсковым была одержана победа на Куликовом поле. Это наш святой покровитель. То есть мы можем поистине считать и царскую чету, и Петра и Февронию Муромских, в честь которых провозглашен праздник День семьи, любви и верности. И, конечно, многие другие в истории нашего Отечества и Церкви, святые покровители наших семей. И мы должны, конечно же, помнить, чтить память о них и пользоваться их духовным наследием, то, что они нам завещали, и мы должны передать это нашим детям именно от любви к ним, от избытка чувств, которые мы переполнены и исполнены должны быть долгом, чтобы наши дети выросли настоящими достойными людьми своего Отечества. Ну вот, немножечко, конечно, может быть, я время не совсем, так скажем, уложилась, потому что немножко больше говорила, но я надеюсь, что отец Максим меня простит. И сейчас, если у вас не будет ко мне вопросов, вот в чате я вижу ваши добрые слова. Спасибо вам за то, что вы с нами, слушаете нас, поддерживаете. Благодарю вас за внимание и передаю слово уважаемому батюшке нашему, отцу Максиму. И надеюсь с вами еще быть на связи. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, дорогая Ивана Цветанова. Сердечно благодарим вас за добрый тон, хорошее наставление. Вы всегда передаете действительно истинные семейные ценности, родительские. О супружеской любви говорите правильно, потому что говорите не от себя, а говорите от источника истины и жизни, от Бога, от Священного Писания. Благодарю вас за доверие, за приглашение на сегодняшнюю встречу. Благодарю и Александра, который сегодня помогает встречу проводить, и в целом Институт развития образования за сотрудничество. Серьезная и ответственная тема, о которой сегодня нужно говорить. И хоть шутка такая и бытует, что в воспитании детей разбираются все, а мне кажется, что вообще любая любовь к Богу, к семье, к детям, к окружающим, она начинается с того, что человек должен себе признаться в том, что он не знает. Не знает, как любить, не умеет любить, не знает, как себя вести. Вот в Евангелии это состояние называется нищета духовная. Блаженны нищие духом, как каких есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть, когда человек ощущает себя нищим духом, он тогда и ищет Бога, тогда и стремится к Нему. И также здесь, если ты уверен в том, что ты все знаешь о воспитании, в том, что ты обладаешь истиной, в том, что ты лучший родитель, ты, по сути дела, остановился, ты стоишь на месте. А любовь – это ведь огонь, это ведь движение, это развитие, это поиск. Поэтому каждый день себе признавайся в том, что ты не обладаешь настоящей любовью. И тогда ты начинаешь искать. И искать в истинном источнике. А истинным таким источником является сам Бог. У него прям надо спрашивать: Господи, как мне поступить? Вот если есть конкретная сложная ситуация, как мне сегодня сделать? Что мне надо сказать своему ребенку? Как его направить?
Я особенно почувствовал силу вот такой горячей молитвы в одной ситуации, когда я не являюсь многодетным родителем, у меня растет один сын, хотя я для множества детей считаю себя наставником, стараюсь их учить. Но все же вот когда родной сын совершил очень один крупный проступок, по его возрасту это был довольно серьезный проступок. С деликатности я не буду рассказывать его суть. В общем, он повлек за собой и разные последствия. С нравственной точки зрения он был совершенно неприглядным. И он повлек за собой в том числе и серьезные финансовые последствия. И вот тогда, проведя с ним, конечно, серьезную беседу, сделав ему большой выговор, чувствуя, что он сам огорчается и обижается, но этот выговор, это все равно, что называется, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Пройдет день-два, он об нем забудет, и разговор здесь несопоставим с серьезностью вот этой ситуации. И чувствую даже, что если сейчас вот не принять должных мер, то она может развиваться. А тогда, когда он уже лег спать, горячо попросил у Бога: Господи, Ты вразуми, вот что здесь надо сделать, потому что я не знаю, как нужно поступить. И когда по-настоящему просишь у Бога, Он прямо на душу кладет те мысли, те слова, те решения, которые надо совершить. И показателем правильности таких решений является вот особый мир, покой, тишина и сила в сердце, которая свидетельствует, что это действительно исходит от Бога. И утром ему было озвучено такое решение о том, что мы с тобой создаем фонд. Это будет фонд добрых дел. В этот фонд ты будешь вносить средства. Величина его будет равна тому убытку, который ты принес своим плохим поступкам. Источником этих средств будут твои стипендии, которые ты получаешь. Вот. И будет работа. Я тебе буду давать работу, ту посильную, которую ты можешь делать. Я пишу статьи по долгу службы, по долгу работы научной. Ты будешь их набирать. Тебе это вполне возможно. Я получаю в качестве зарплаты вознаграждение за эту работу. Значит, я буду этим вознаграждением делиться с тобой. И из него какую-то часть буду удерживать для того, чтобы этот фонд пополнять. По сути дела, ты этот фонд пополняешь. Пускай это растянется на 2, на 3 года. Сейчас уже 3 года сейчас проходит. Пускай это растянется на 5 лет, но ты должен полностью нести ответственность за то дело, которое ты совершил. И чтобы у тебя не было чувства, что ты только мне это возмещаешь, я этими средствами пользоваться не буду. Хотя и мне пришлось это убыток покрыть. Мы их будем направлять на помощь нуждающимся людям. Вместе будем решать. И, ну, конечно, первый день-то ему было тяжело это воспринять. Но вот сейчас, когда уже прошло несколько лет, я вижу, насколько мудрым стратегически было то решение, которое, я верю, что сам Бог подсказал. Потому что столько создалось общих дел, столько вот написано вот этих вместе общих статей, работ и так далее. Это тоже соединяет, тоже объединяет, это тоже позволяет передавать ценности, мысли, подходы. Теперь можно действительно вспоминать и говорить: а помнишь, а помнишь. И те люди, которые так или иначе через это дело получают, пускай эту небольшую помощь, это учит милосердию, это учит воспринимать чужую боль как свою, вообще видеть боль окружающего мира. Ну, вот такой пример, когда действительно само небо тебя учит. И мне кажется, это правильно, обращаться к Богу. Потому что когда ты воспринимаешь ребенка как своего, вот это мой, он лучше всех, он самый правильный, он моя опора в старости, ты делаешь очень большую ошибку. То, что детей действительно нам дает Господь. И сама цель их воспитания должна быть не для них, не для детей, не для себя. А в первую очередь ты их воспитываешь для спасения, для Царства Небесного, для вечности, для Бога. Ты их воспринимаешь как вот доверенный тебе от Бога на время подарок. Тогда ты действительно это делаешь, дело совершаешь как святое дело. Феофан Затворник говорит, что самое святое дело – это воспитание детей. Поэтому ты имеешь право спросить: Господи, вот я запутался, я уперся в тупик, ты подскажи, ведь это твой ребенок, по сути дела. Все дети твои,
И вообще мы все твои дети, Отче наш. Кстати, Господь и говорит, будьте как дети, называя даже своих апостолов дети. То есть мы должны воспринимать, будучи взрослым, мы себя сами должны постоянно по отношению к Богу ставить в положение детей, неразумных и вместе с тем стремящихся к послушанию. И тогда мы можем рассчитывать на правильное вразумление от Него. И вот из такого подхода, из такого мировоззрения, собственно, все остальное растет. Ну, допустим, трудолюбие. Сегодня такое время, когда можно и посуду не мыть, и электропылесосы есть автоматические, которые сами ездят по комнате и все делают. Вот. И транспорт возят, и снег не надо чистить. И готовить вроде как бывает взрослые дети, я спрашиваю родителей, а вы их учите готовить? Он говорит, да нет, как? Тут все уже готово, иди, садись, кушай. А на самом деле трудолюбие – это заповедь Божия. Это, если помните, 6 дней работы, все дела в них делай, а 7-й день посвящай Богу, то есть духовному труду. Тогда все понятно о том, что действительно мы должны работать, обязаны трудиться. Даже если завтра роботы будут делать все за нас, включая творческую работу, мы все равно должны трудиться, потому что труд нас уподобляет Богу. И вот об этом надо говорить детям. То есть вот эту вот мотивацию, так надо передавать веру. То есть нет-нет, а как-то вот между делом так и сказать, да мы потому должны трудиться, что Бог трудится, мир создавая, и мы тоже должны трудиться. И духовно мы должны трудиться. Иногда родители говорят, что вот сложно детей что-то побудить сделать, лежит, ничего не хочет, читать не хочет, учиться не хочет. Потому что мы сами настроены на такую жизнь ленивую. Иногда даже слышишь, когда вот люди едут в отпуск, говорят, ой, вот там вот жизнь, вот это вот жизнь настоящая, да, отель, еда, пляж, солнце, траты, никакой работы, вот это жизнь. А тут какое-то рабское существование. А у меня возникает ощущение, что на самом деле не так. Вот когда ты работаешь, вообще трудишься, создаешь, вот себя преодолеваешь, вот это жизнь настоящая. А отдых, ну да, день, два, три, иногда бывает полезен отдых. Вот. Но на вторую неделю он уже превращается не в жизнь, а наоборот, в какое-то растительное существо. Поэтому детей надо приучать к такому духовному труду, молиться, заботиться о старших и пожилых. Я наблюдаю как-то, когда мы приезжаем к родителям, как бабушка, то есть моя мама, говорит, так, Сережа, ну-ка бабушке-то принеси носочки, так, вот возьми тонометр, померяй-ка давление, а ну-ка вот водички принеси. Я понимаю, что ей-то может проще это все самой сделать, но она таким образом приучает его к заботе о пожилых. И не только с эгоистичным расчетом, что мы тоже все будем старенькие, а нас надо будет заботиться, а человек может быть по-настоящему человеком, когда он вообще чтит старших, уважает старших, слушается их, заботится о них. И потом через это послушание старшим он постепенно придет к вере в Богу. Ведь от Отца на небесах именуется всякое отечество на небесах и на земле. И это касается и отношений в семье между мужем и женой. Ведь идея равенства, она правильная и неправильная одновременно. Мужчина и женщина, они равны по достоинству, по своему человеческому достоинству перед Богом. Но они не равны по своим функциям, по ролям, даже с физиологической точки зрения. Женщина рожает детей, а мужчина нет. И, естественно, с духовной точки зрения у них достоинство равное, а призвание, роли, функции разные. И если почитать книгу «Бытия», там написано, что Бог сказал Еве, что к мужу влечение твое, и он господствует над тобой. То есть муж, отец, он должен быть в семье старше. И есть такие вот мнения, я их разделяю, хотя не знаю, как наука к ним относится, что когда отец, вообще мужчина, что-то объясняет, рассказывает, говорит, то восприимчивость у детей, да и вообще у всех, довольно высокая, 60-80%. А когда женщина, она намного ниже. Потому что женщина воспринимается как хранительница. Действительно, она дает комфорт, покой, безопасность, в смысле такую сытость. А вот перспективу, стратегию, новые знания, тем более нравственный принцип тоже дать отец. Но отец не дает нежности, он не дает мягкости. Потому что дети слушали отца и не бегали к маме, а мама их не утешала. Должно быть так, что
мама своей мягкостью должна обеспечивать авторитет отца. Вот папа так сказал, и так будет. А если ты его не слушаешь, значит и ты и со мной тоже считай, что поссорился. Вот тогда будет правильно. Тогда ребенок вот между этой любовью как нежностью и любовью как строгостью, вот в этом, так сказать, туннельчике, коридорчике между мягкостью и жесткостью, он будет нормальным образом развиваться. Вот. И это отец должен сам сказать. И, конечно, это больше зависит от матери. Потому что сегодня много распадается семей, много матерей изначально настроены на то, что они воспитают ребенка сами. Многие берут на себя вот эту несвойственную функцию о том, что да я вот сейчас там разведусь, буду жить одна, сама ребенка для себя рожу, воспитаю и прочее. Знаете, дорогие женщины, большей частью все-таки вы сегодня с нами в эфире. Вот спросите у тех, кто работает с последствиями этого. Не у подруг, не у знакомых, не у матерей даже, а спросите у психологов и спросите у священников. Им очень много приходится видеть потом вот этих матерей, которые приходят и говорят: батюшка, вот 15 лет ребенку, совершенно не знаю, что с ним делать. Не могу с ним справляться. И ты говоришь: а папа-то где? А они говорят: ну, папа там до 3 лет был, сейчас нет. А куда вы его дели? Ну, вот там убрали. А что сделать? А сейчас ничего не сделать. Все, что должен был сделать отец, оно все вот это потеряно. И звонит как-то раз одна девушка, тоже хорошая история, и говорит: отец Максим, вот я хочу посоветоваться, тут дети вот в компьютерные игры играют, им сколько можно давать, как ограничивать, как это сказать. А я знаю, что у них хороший папа такой, ну, не строгий, но верующий, такой крепкий. Я говорю: а папа-то что говорит? Она говорит: да мы как-то не обсуждали. Я говорю: а что же вы обсуждаете с посторонним человеком семейный вопрос? Вот у вас папа есть, вы дайте эту ситуацию полностью отцу. Скажите, вот как отец решит, так и будет. Пусть он определяет, сколько играть, во сколько играть, во что играть, можно в эту игру или играть не можно. А вы только полностью, безусловно, примите то, что сказал отец. И все будет нормально. Еще один пример. Женщина молодая, тоже в семье, решая жилищную проблему, звонит и советуется о том, вот, стоит ли покупать дом вместо квартиры или нет. А я говорю: а муж-то вас что говорит? Она говорит: да я вот не знаю, я тут сама как-то это все решаю. Я говорю: а вот вы зря это решаете сами. Пусть решает он. Вот то, что касается дома, покупки, финансов, ответственности, страхования, переезда, это должен решать муж. А ваша задача, чтобы дома было тепло, спокойно, чтобы отношения были хорошие, чтобы никто не ругался, чтобы дети слушались, чтобы они бежали встречать отца, чтобы было вкусно приготовлено, чтобы чистота была, порядок. Вы займитесь вот этим. А любимому просто скажите: как бы я хотела, чтобы у нас был свой дом. Вот. И пусть он думает, и дайте ему время, возможность для этого. Вообще, кстати, рождение, воспитание детей – это изначально Божья заповедь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, это сказано. Да. И читая Библию, Евангелие, можно очень много найти таких притч, сюжетов, которые учат нас правильному отношению к этому. Ну, притча о блудном сыне, наверное, самая сильная, потому что отец дает свободу сыну, дает возможность ему уйти на страну далече. И он стоит и ждет, пока сын придет. И сын уходит, да, он пропивает все имение, проматывает его с блудницами, и он возвращается. И отец его не только принимает, не только прощает, он ему дает первое достоинство, перстень возвращает, пир устраивает. Вот такое великодушие, вот это вот великодушие родителей, великодушие отцовства, ну и у матери тоже есть свое великодушие, конечно. Это и есть для нас образ настоящей родительской любви. Это, опять же, образ хозяина, который дает работникам 11 часа, то есть те, которые всего 1 час поработали, он дает такую же награду, как тем, которые поработали весь день. И когда начинают роптать те, кто поработал весь день, он говорит: вы что, завистливы? Я ведь вправе дать по великодушию этим такую же награду, как и тем. Речь о заблудшей овце, там, где пастырь оставляет 99 овец и идет искать заблудшую, чтобы найти ее, и радуется, когда находит, больше, чем от 99, которые не имеют нужды в покаянии. О потерянной драхме. Да, бывают такие случаи, семья, когда ребенок уходит на страну далече,
злоупотребляет алкоголем, становится наркоманом, уходит из дома. И вы знаете, такие есть примеры героизма духовного родителей, когда они вымаливают, вот просто вымаливают своих детей, сами не просто вот пришли, записочку написали и сказали там, батюшка, помолитесь, а действительно жизнь свою начинают менять, преображать. Потому что, как рассказывал преподобный Паисий Святогорец, к нему пришел один отец, вот тоже плачущий о болезни своего ребенка, и тот говорит, ну ты же должен сам какую-то жертву совершить, понимаешь? Твоя молитва, пока она не связана с жертвой, она слабая, она немощная. А ты куришь, брось курить, бросай курить. Вот да, это будет тяжело, но это твоя жертва, вот это насилие над собой, это будет та веревка, которая укрепляет твою молитву и связывает тебя с Богом. И такие случаи есть, когда ребенок вот уже действительно, дойдя до края, но он возвращается назад, благодаря труду своих родителей. Рассказывала одна мама, которая воспитывала приемную дочь с большими проблемами. Вот, когда та ушла из школы, и просто, она говорит, я не знала, где она сейчас находится, и вообще живая ли она еще. Вот, говорит, вот я тогда поняла, что такое молиться по-настоящему. Когда ты просто вот перед небом стоишь и вопишь туда, Господи, спаси моего ребенка. Вот, ну, как говорят поморы, да, кто в море не хаживал, тот Богу не маливался. Так же и здесь. Вот кто так не молился по-настоящему, тот и не молился еще вообще. Гуляет сейчас такое выражение о том, что нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. Это выражение неплохое, но только наполовину. Потому что в нем все равно эгоизм сквозит. То, что да, я люблю других детей, но поскольку они влияют на моего ребенка. Все равно тут вот это себолюбие. А мне кажется, его надо бы сказать по-другому. Нет чужих детей. Все дети наши, все дети мои. То есть для любого ребенка ты должен быть как отец, как мать. Идешь по улице, видишь там какой-нибудь подросток, стыдливо отворачивая лицо, там первый раз неумело зажигалкой щелкает. Ты понимаешь, что вот он первый раз, может быть, только закуривает. Так ты подойди ему, скажи, вот его родители сейчас не рядом, а ты ему скажи, как его родители. Слушай, дорогой, ты ведь зря за это дело берешься. Ты за 40 лет там 2 миллиона денег только в финансовом выражении прокуришь, не считая здоровья и так далее. Тебе что, родители для этого родили? Слышишь, матом дети ругаются. Так подойди и прочитаем небольшой урок на ходу, что такое мат, кого он на самом деле матом оскорбляет, что это антиродительские слова, что это слова против Бога, против земли, против Божьей Матери, против дедов и прадедов. Вот так. И ты ко всем детям относись, как к своим. Тогда, мне кажется, наши дети, вот они как раз преодолевают этот эгоизм, они понимают, что они не центр вселенной, что ты можешь, да, если надо пойти, допустим, там детский дом навестить или еще другим детям помочь, ты можешь в чем-то им и отказать, потому что они, как говорится, не пуп земли. Вот. И была тоже как-то раз у меня такая ситуация, когда я рассчитывал какое-то время провести с ребенком, пообщаться, поговорить. И так сложилось, что у нас на общение оставалось только 15 минут. Вот. И я ему сказал, ты знаешь, я вот очень рад, потому что мы не будем пустословить. Иногда мы проводим с детьми много времени, но можно провести 3 часа, 5 часов и проболтать, просто проболтать. И от этого пустословия, от этого пустого времяпровождения, когда в душе остается действительно пустота. И у себя, и у него. Я много раз замечал это. Я говорю, я тебе за 15 минут сейчас скажу самые-самые важные слова, которые вот я за сегодняшний день хотел тебе сказать. Я ему сказал. И он слушал как взрослый. Вот так серьезно и воспринимая. Я за 3 часа бы, наверное, этих слов не сказал, потому что до них бы просто не дошло за пустыми другими словами. Поэтому важно, не так важно, сколько времени по объему мы проводим, а как мы проводим, что мы делаем. Конечно, нужны походы, спорт, общие события, все эти воспоминания, все это очень важно. Составление родословных, посещение могил, кладбища. Мы сегодня как-то прячем детей от темы смерти, вообще не решаемся с ними об этом говорить. Да и многие дети вырастают, вообще даже ни разу не поговорив с родителями о смысле жизни. А когда они пытаются об этом заикнуться, о том вообще я зачем живу, а что такое смерть, они слышат что-то подобное, что ты живешь, чтобы вот отучиться, получить профессию, построить дом, купить машину, жениться, детей, внуков вырастить и так далее. А они-то еще детской душой понимают, что это неправда, что ради этого человек не может жить.
что это очень важно, это воспроизводство жизни, но это не цель жизни. А вот сказать о том, что смерть – это на самом деле начало настоящей жизни, о том, что у нас всех душа бессмертная, а еще и тело воскреснет. Мы так верим во Христа. Христос воскрес в теле, значит, и мы все воскреснем в теле. И будет Царство Божие, и что к этому надо готовиться, что жизнь – это школа. Вот многие педагоги мне говорят, да вы не бойтесь об этом говорить, потому что, поверьте, у нас тут дети до 11 класса вырастают, и никто с ними всерьез об этом не говорит. О семье, о любви не говорили, дома об этом не говорят. Говорят, что покушать, говорят, что посмотреть, говорят, сделали ты уроки. А вот сесть и поговорить, знаешь, сынок, дочка, настало время нам с тобой поговорить. А что такое, а ты вот знаешь, что такое мат? Почему эти слова нельзя поговорить? А давай разберем. Вот так вот серьезно поговорим об этом надо поговорить. По те же самые наркотики. Не просто с ужасом сказать, это нельзя, а вот разобрать, так сказать, духовную сторону. Почему человек ищет наслаждение себе, вот, духовного удовольствия вот в этом. Поговорить про целомудрие, всерьез поговорить, не спеша, не на ходу, сесть, час-два, семейный вечер этому посвятить, книжки соответствующие взять, фильмы нужные посмотреть. Почему надо себя сберечь в целости, в чистоте, до брака, для единственного, для единственной. Вот, мне кажется, такой разговор стоит недели, месяцев, других пустых иногда местопровождений. Иногда сейчас говорят, что не надо наказывать, что надо ребенку дать полную свободу, пусть он делает, что хочет. Это ложь. Бог нас наказывает. Он нам не только, Он дает нам свободу, да, у нас есть нравственная свобода, но Он все-таки нас наказывает и заставляет, и скорби нам иногда посылает, потому что любит нас. И ремешком, поэтому тоже, и кнутом, и пряником. И поэтому мы детей должны наказывать так же. И когда мы как-то раз спорили с ребенком, должен быть у него родительский контроль на телефоне или нет, вот я с такой твердостью сказал, ты знаешь, должен. Должен, и это будет, хочешь или не хочешь. Потому что мы несем за тебя ответственность, пока ты еще не... Вот когда тебе будет 18 лет, да, ты сам будешь выбирать, сколько ложиться, что смотреть, что читать, сколько сидеть в телефоне, какие туда приложения ставить. А пока мы тебя должны оградить от этой всей грязи, которая есть в интернете и прочее. Вот. И оградить тебя от зависимости от телефона. И вы знаете, вот он как-то так это правильно воспринял, конечно, на несколько минут обиделся, но потом я прям все любовался им. Вот какой он был послушный, шелковый, такой, знаете, вот настоящий. Ребенок стал настоящим. Потому что он почувствовал, в том числе через эту строгость, он почувствовал любовь и почувствовал силу. Что все-таки родители – это не партнер. Как-то он заикнулся тоже о равноправии. Сейчас и в школе этому учат, о том, что вы с родителями равноправны. Это тоже неправда. У нас разные права и разные обязанности. И я ему прямо об этом говорю. Потому что мы с тобой не на одной доске стоим. Естественно. И никогда не будем. Даже когда ты сам будешь отцом, отец – это отец. И, естественно, мы должны это показывать не только словами, а через отношение к родителям. Когда я слушаю своих родителей, когда я прихожу на могилу к деду, тогда ребенок и видит о том, что да, оказывается, я не царь и Бог. Оказывается, надо мной тоже есть и старшие, и начальники, и отец-настоятель, и, как говорится, и мои родители, и власти. И вот наше почтение к учителям, к власти имущим, к старшим, к пожилым, вот, оно является залогом того, что дети будут слушаться нас. Учить благодарить. Просто благодарить. Благодарить за все, за пищу, вот покушал, поблагодари. Как-то раз приходит ребенок со школы, говорит, ну вот там олимпиаду какую-то выиграл, ну и ждет похвалы, награды какой-то. Я говорю, ты считаешь, что это твоя победа? Ты сам себя родил, воспитал, там гены твои, это все твое. Ты вот давай-ка, ты учителя поблагодарил, а бабушкам ты позвонил, а с дедом ты поделился вот этой своей радостью. А ты не считаешь, что одноклассники, они тоже свой вклад в это внесли, они тоже за тебя болели, переживали, может, кто-то молился в тайне за тебя, что это общая победа. В русском языке нет слова «победю», «побежду». Нет, в единственном числе этот глагол не звучит. Только во множественном «победим». Это наша общая победа, это победа моя, мамина, бабушкина, дедушкина, учителей. Вот так это воспринимать. Естественно, и Бога тоже. И Бога надо благодарить. Он все-таки тебе жизнь дал, и ум тебе дал, и победу эту тоже дал. И эта победа – это не просто тебе грамота, которой ты будешь вот хвалиться и считать, что ты в чем-то оказался выше других. Это твоя ответственность. Потому что если ты в чем-то преуспеваешь, в спорте, там, в математике, в биологии,
это значит, с тебя больше спросится, потому что кому много дано, с того много спросится. Это значит, ты уже не можешь вот так просто взять и отсидеться где-то там в тишине. Это значит, ты должен быть ученым, военным, врачом, педагогом. Есть у тебя ораторский талант, значит, ты должен выступать, людей учить. Есть у тебя там силы много, так иди ты, бери оружие и защищай Родину, там, бери пистолет и будь полицейским. Тогда. Вот так. Это ответственность. Ты должен служить. Вообще твоя жизнь должна быть служением. И профессию выбирай не такую, где тебе будет тепло, удобно, легко, приятно, а ту, где ты людям принесешь наибольшую пользу, исходя из тех талантов, которые тебе Богом, через родителей, через общество, через воспитателей тебе даны. Мы должны дарить детям любовь, правильно сказал Ванстон, между родителями. Детям не столько даже нужна наша любовь лично к ним, потому что она может переходить в эгоизм, а вот любовь между мамой и папой. Мы должны быть верными, безусловно. Не должно быть ссор, выяснения отношений, тем более там разводов, разладов. Для ребенка это вот смерть семьи, это почти как собственная смерть. У него почва из-под ног уходит. Он ведь в этом мире появился не случайно. Он ведь задает себе вопрос, а зачем вы меня тогда сюда позвали? Я же по любви должен был сюда в мир прийти. А если вы между собой живете в ссоре, зачем тогда вообще жить? Поэтому мы обязаны любить друг друга. И любить друг друга до конца. И быть друг другу верными до конца. Обязаны. И я не оговариваюсь. Потому что любовь – это действительно искусство и труд, и это заставляет себя. Это не только наслаждаться приятными чувствами, а если вдруг эти чувства остыли, то можно сказать, любовь закончилась, поищу-ка я себе другую. Нет. Любовь – это труд над собой. Когда сказать, я должен любить. И тот, кто себя заставляет любить, тот учится любви и достигает настоящей любви. Учить вере. Вообще о вере, конечно, это отдельный разговор. Но если сказать вот очень просто, то надо учить внутреннему, а не внешнему. Обряды – это второстепенно. А внутреннее поклонение Богу в духе истины – это первостепенно. И второе – это учить через себя. Если ты сам живешь по вере, если не просто приходишь в храм, соблюдаешь какие-то порядки там изредка, если для тебя вера – это не часть национальной культуры или традиции, а это истина и жизнь, и любовь, действительно истина. Мы можем к вере, вера настоящая, она всегда должна быть истинной. Не одна из, не потому что вот мы русские, поэтому приходится быть православным, потому что русские обычно православны. Нет, а потому что православие – это истина, и другой истины нет. А все остальное – это какие-то смутные намеки на истину. А истина – это только Христос. И поэтому мы благодарим Богу, что мы и русские, и православные одновременно. И вот такая истинная вера, она может ребенка вдохновить, и он может тоже ее принять и в этой истине жить. Ставить ему задачи. Я вижу, время подходит к концу, я буду завершать. Ставить задачи. Бог перед нами ставит задачи, трудности перед нами ставит. Ребенка не ждет легкая, спокойная жизнь. Его ждет трудная жизнь, потому что весь наш мир трудный, нравственные испытания нужны. Поэтому ставить перед ним задачи, учить ремеслу, заставлять работать. И испытания ему специальные посылать. Ну, естественно, чтение, книги, это важно, какие-то книги ему даешь. Это табу, как я уже сказал, такие вещи, как мат, блуд, аборт, они должны быть табу. О них и разговаривать-то много не надо, потому что так надо даже с самим своим отношением. То есть это такие вещи, о которых мы не можем разговаривать. Но иногда, может быть, один раз всего или два раза. Вот надо сесть и поговорить. Почему это такие вот страшные есть понятия в нашем мире, о которых мы даже в семье нашей не разговариваем. Но вот один раз мы поговорим, чтобы ты знал, что эти вещи недопустимы никогда, ни при каких обстоятельствах. Ну, естественно, и сами родители, если себе не позволяют выпить, кого-то осудить. Как ты можешь сказать ребенку по-настоящему, что аборт – это зло, если ты сам это делаешь? Ты должен для себя это сказать, что это безусловно недопустимо. И также про честность. Мы учим, да, мы возмущаемся, когда дети врут, но зададим себе вопрос, а мы можем сказать вот так ему, глядя в глаза, прямо сказать, ты знаешь, врать нельзя. Мы можем сделать это только тогда, когда мы сами никогда и никому не врем. Когда мы сами стараемся во всем абсолютно, не просто стараемся, а мы живем честно. Вот тогда мы и с ребенком, естественно, мы тоже честны. Тогда мы и можем сказать ему со всей истинной глубиной души, что врать нельзя. Тогда он, может быть, поймет и будет этому слушать. Благословлять детей. Вот само благое слово, тут было сказано обнимать, согласен. Обнять и благословить. Иди с Богом. Да, Господь да будет с тобой. Благослови тебя Господь на добрую ночь. Да, отправляешься на какое-то важное дело.
так, там к маме подошел, а мама сказала, хорошо, я одобряю, вот теперь к папе пойди и возьми у него благословение. Я вот взрослый уже человек, сам родитель. А когда куда-то отправляюсь в поездку или за какое-то дело берусь, родителям звоню и говорю, родители, благословите на такое-то дело. И к начальству тоже обращаюсь, чтобы это было благословение. Что с благословения старших делается, родителей, все устраивается. И у детей душа радуется, когда они слышат это благое слово от родителей. Про свободу. Есть свобода делать, что хочу, а есть свобода делать то, что надо. Вот есть свобода уметь что-то не делать, уметь не пить, уметь не курить. Вот быть свободным от лжи, быть свободным от уныния. Вот это настоящая свобода, о которой Господь сказал. Познайте истину, то есть Его самого Христа. Истина сделает вас свободным. А сегодня часто слышишь о том, что, ну, если хочет, так пусть делает. Это внешняя свобода, свобода выбора. А есть внутренняя свобода, свобода нравственная. Вот мы сами должны в такой свободе жить, в такой свободе их учить. Ван Светлана сказала про сердце и тело. Да, к телу должно быть самое минимальное внимание. Простая пища, простая еда, простая одежда, минимальная забота о теле и максимальная забота к сердцу. Что там происходит? Что у тебя в сердце? О чем ты думаешь? Как ты живешь? Как ты переживаешь и так далее. Вот это вот внимание к своему сердцу, это должно быть главным. Вот. И последний, наверное, что я уже хочу сказать, это заповедь Христова. Кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Действительно, мы учим сейчас часто детей быть первыми, главными, выдающимися, заметными, креативными, самореализацией и так далее. И так далее. А если ты хочешь по-настоящему быть первым, чемпионом, лидером, там, уважаемым, известным, ты будь всем слугой. Ты первый гаси конфликты, ты бери на себя самое сложное, ты первый мирись и так далее. И профессию выбирай, как было уже сказано. И победы свои воспринимай как общей победы. Вот это вот служение, это и есть настоящая любовь. Постараемся в себе каждый день ее искать, постараемся каждый день задавать Господу Богу вопросы, чтобы Он нас научил настоящей любви. А если в нас она будет, истинная любовь и жизнь к Христосу, значит, мы сможем это детям передать. А как передать? Пусть источник истины любви и жизни тоже нас в этом наставит. Все-таки не для себя, а для Него мы воспитываем детей. Благодарю вас за внимание, то, что хотелось сказать.